Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойер Пирзода. Душанбе становится все более красивым и удобным для проживания. В столице развернуто строительство социально-культурных объектов. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял участие в торжественных церемониях открытия и ввода в эксплуатацию ряда социальных объектов. Зумрат Файзиева с подробностями. С участием председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, в столице была введена в эксплуатацию центральная лаборатория по контролю за качеством питьевой воды при государственном унитарном предприятии Душанбе Водоканал. Здание лаборатории состоит из 2 этажей и подвала. В лаборатории имеются рабочие кабинеты для проведения необходимых анализов и актовый зал на 60 мест. Во время ознакомления с лабораторией председателю города Душанбе сообщили, что лаборатория оснащена новейшим оборудованием, позволяющим проводить анализы и диагностику воды, узнать ее химический и микробиологический состав и удостовериться в ее пригодности для питья и использования в быту. Кабинеты лаборатории оснащены компьютерами с подключенным интернетом. Строительные работы данной лаборатории начались в июле этого года и отвечают всем современным требованиям. Подрядчиком этого объекта является общество с ограниченной ответственностью «Текстиль-Контракт-Строй», а стоимость проекта составляет более 5 миллионов сомани. Данная лаборатория, в которой мы сейчас находимся, это лаборатория, которая, во-первых, соответствует всем стандартам, которые у нас приняты, и анализы, которые здесь берутся, что это дает, во-первых, качество питьевой воды, обеспечение питьевой воды населению города Душанбе. Лаборатория оснащена всеми новейшими технологиями. Каждый кабинет компьютеризирован. Раньше мы имели очень затруднения при производстве некоторых анализов. Имея такую лабораторию, мы обширили эту работу. Раньше мы производили 16 наименований анализов, сейчас мы производим 28. Это очень большое достижение. Было сообщено, что в текущем году на улучшение системы питьевого водоснабжения и утилизацию отходов в столице из бюджета города Душанбе было выделено 12 миллионов сомани. Сотрудники лаборатории являются специалистами высокой квалификации, и здесь, в данных современных условиях, возможно проводить 28 различных анализов, отображающих полный спектр качества питьевой воды. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хужвак, телевидение, Таджикистан. С участием председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, и председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова было открыто новое здание отдела Комитета национальной безопасности в районе Шох-Мансур. Строительные работы были выполнены за 1 год. 4-этажное здание отдела Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан столичного района Шох-Мансур состоит из 8 рабочих кабинетов, архива, склада, спортивного зала и вспомогательных помещений. В целом здесь созданы благоприятные условия для эффективного функционирования работников отрасли. На возведение данного объекта затрачено 3,5 миллионов сомани. В здании установлена внутренняя система отопления. Оно оснащено всеми необходимыми коммуникациями, камерами видеонаблюдения, а также здесь соблюдены все нормы безопасности. Вокруг здания высажены деревья, цветы и кустарники. Также председатель города Душанбе Рустами Эмомали принял участие в торжественном открытии здания отдела Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан столичного района Фирдавси. На строительство этого объекта было затрачено 4 миллиона сомани. Председателю города Рустаму Эмомали было сообщено, что данное 3-этажное здание состоит из 7 рабочих кабинетов, 8 жилых помещений, архива, спортивного зала, складских и вспомогательных помещений. При ознакомлении с условиями этого объекта председатель города дал высокую оценку строительным работам и призвал работников Комитета национальной безопасности страны к честному и преданному служению во благо народа и Родины, обеспечению мира и стабильности в обществе. В столичной махале Гульбута района Фирдавси председатель города Душанбе запустил в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение номер 131, которое возведено на площади 1600 квадратных метров. Было сообщено, что данное учреждение, построенное в 1974 году, не соответствовало современным стандартам.
Теперь новое трехэтажное здание этого детского учреждения, рассчитанное на 110 человек, стало уютным и комфортным. В этом дошкольном учреждении имеются все условия для всестороннего развития ребенка. Здесь имеются спальные, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, музыкальный класс и другие вспомогательные помещения. Надо отметить, что обучение здесь проводится на двух языках – таджикском и русском. Во время знакомства с этим учреждением председатель города Душанбе Рустам Эмомали поблагодарил строителей за качество выполненной работы и подчеркнул, что для правильного воспитания и обучения детей должны использоваться все доступные возможности, так как дети – это будущее государства и нации. Председатель города Душанбе призвал воспитателей быть ответственными и внимательными к детям и воспитывать детей в духе самосознания, самопознания и патриотизма. В столичном районе Сино председатель города Душанбе принял участие в церемонии открытия и введения в эксплуатацию реконструированного дошкольного учебного учреждения номер 56 и номер 18. Председатель города поручил ответственным лицам принять все необходимые меры для дальнейшего улучшения условий образования в подобных заведениях и подчеркнул, что дети всегда находятся под защитой государства и не должны оставаться без материальной и моральной поддержки. В частности, только в 2018 году исполнительным органам государственной власти города было выделено 400 тысяч сомани на закупку продуктов питания в данные учреждения. Генеральная ассамблея ООН 20 декабря в ходе 73-й сессии единодушно приняла проект резолюции под названием «Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы», которая была представлена Таджикистаном при соавторстве абсолютного большинства государств-членов Организации Объединенных Наций, 190 стран. Подробнее об этом в следующем сюжете. Генеральная ассамблея ООН в ходе 73-й сессии единодушно приняла проект резолюции под названием «Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы», которая была представлена Таджикистаном при соавторстве абсолютного большинства государств-членов ООН 190 стран. В данной резолюции особо отмечено решающее значение водных ресурсов для устойчивого развития. В постановляющей части резолюции принято решение о проведении с 22 по 24 марта 2023 года в Нью-Йорке конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2028 годы. В ходе данной конференции планируется наряду с другими проблемами, связанными с водными ресурсами, уделить особое внимание устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и природоохранных целей, осуществлению и пропаганде соответствующих программ и проектов, а также укреплению сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия реализации целей и задач в области водных ресурсов. Кроме того, резолюция предлагает председателю Генеральной ассамблеи ООН в поддержку десятилетия провести в марте 2021 года заседание высокого уровня для содействия осуществлению целей и задач в области водных ресурсов. Дополнительно к этому резолюцию в поддержку хода обзора осуществления десятилетия постановляет провести региональные и глобальные подготовительные совещания и наделяет генерального секретаря ООН мандатом по координации подготовительного процесса с привлечением соответствующих организаций системы ООН. Проводимые Таджикистаном на двухгодичной основе конференции высокого уровня в рамках международного десятилетия действий призваны также внести важную лепту в продвижение глобальной водной повестки и достижение всестороннего устойчивого развития. Власти Индонезии установили 5-километровую зону отчуждения вокруг вулкана Кракатау и объявили высокий уровень опасности. Авиакомпании предупредили, что все полеты между островами Ява и Суматра придется перенаправлять. После проснувшегося в понедельник вулкана Этна жители итальянского острова Сицилия в ночь на среду ждал еще один сюрприз – землетрясение магнитудой 4,8. По данным на этот час, число пострадавших составляет 30 человек. Многим жилым домам и старинным зданиям нанесен огромный ущерб. Автобус, перевозивший крестьян, упал в пропасть в Колумбии, в результате чего погибли 8 человек. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей.
Власти Индонезии установили 5-километровую зону отчуждения вокруг вулкана Кракатау и объявили высокий уровень опасности. Авиакомпании предупредили, что все полеты между островами Ява и Суматра придется перенаправлять. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту 10 километров. Специалисты внимательно следят за его активностью. По их словам, очень вероятен сход новых оползней и лавин. На прошлой неделе из-за активности Кракатау на Индонезию обрушилось мощное цунами. Погибли более 400 человек, пострадали около 1500. После проснувшегося в понедельник вулкана Этна жители итальянского острова Сицилия в ночь на среду ждал еще один сюрприз – землетрясение магнитудой 4,8. Число пострадавших составляет 30 человек. Многим жилым домам и старинным зданиям нанесен ущерб. Более 10 человек были доставлены в местные больницы с ранениями средней степени тяжести. У одной пострадавшей множественные переломы. Боясь повторных толчков, многие жители окрестных деревень провели ночь на улице. По данным гражданской обороны, 600 человек лишились крова. Автобус, перевозивший крестьян, упал в пропасть в Колумбии, в результате чего погибли 8 человек. По предварительным данным, автобус катился по склону оврага высотой в 150 метров. Всего в салоне находились 19 человек. Водителю автобуса, погибшему в аварии, было 80 лет. Поэтому полиция расследует в качестве возможной причины как техническую неполадку самой машины, так и возможность ошибки водителя по причине возраста или здоровья. Власти 26 турецких провинций отменили занятия в школах из-за снегопада. Сильные снегопады накрыли в основном центральную часть Турции. В последние годы ученики часто используют социальные сети, чтобы попросить местные власти отменить уроки из-за снега. Этот раз не стал исключением. Многие междугородные трассы были временно закрыты из-за непогоды. Главное управление государственных аэропортов призвало пассажиров связаться со своими авиакомпаниями по поводу возможных задержек или отмен рейсов. По меньшей мере 3 студента погибли в результате взрыва в здании студенческой лаборатории на территории Пекинского транспортного университета. Взрыв прогремел во время проведения научного эксперимента. В Мексике вечеринка обернулась настоящей трагедией. Неизвестные ворвались в дом и устроили стрельбу. В результате инцидента погибли 5 человек, в том числе 8-месячный младенец. Нападавшие скрылись. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!